Мы продолжаем лекции о разъяснении истины, а истина вокруг суфизма. А конкретно, уважаемые братья и сестры, что говорили ученые про суфизм? Был он, не был он, есть он и так далее. Мы знаем, что, как говорится, посланник Аллаха говорил в своем хадисе «Аль-уляма уаратхатуль анбия», что ученые люди это являются наследники пророка, алейхиссалату вассалям. Это светило уммы. И первым делом, когда мы что-то, как говорится, рассматриваем, изучаем, нужно смотреть на их мнение. И когда мы говорим про слово суфизм, сама суть суфизма, конечно, была при пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Она была. Сама суть суфизма, это, конечно, очищение сердца, искреннее следование за пророком саллаллаху алейхи ва саллям и за Кораном. Но последующим, конечно, хоть даже и название суфизма не было, в последующем оно появилось как отдельная наука. Об этом утверждают ученые Ахлю Сунна валь Джамаа. Также мы будем рассказывать мнение 4 имамов по поводу этого. Начнем, наверное, с имама Шафии, рахимахуллах. Имам Шафии — человек, который родился в 150 году по хиджра, то есть во 2 столетии, про которых посланник Аллаха говорил, что 3 столетия — это лучшие столетия. А имам Шафии родился во 2 столетии. Имам Шафии, рахимахуллах, великим ученым, который знал около миллиона хадисов наизусть, доводами, иснадами, цепочками, все он это знал. 15 лет имам Шафии был муфтием Мекки. То есть это был не маленький человек и большой ученый. И мы сразу понимаем, имам Шафии и любой сегодняшний, как говорится, шейхуль ислам, подобный им, это не сравнятся. Это целый имам. Имам и какой-то шейх. Имам говорит одно, какой-то шейх говорит другое. Мы из этого понимаем, имам Шафии, рахимахуллах, это личность весомая и горнила, гора знаний ума пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха говорил, алейхиссалату вассалям, в хадисе, что из курайшитов выйдет человек, который наполнит весь мир знанием. И имам Субуки, рахимахуллах, говорит, что есть иджма, единогласие, что это имам Шафии, рахимахуллах. Теперь что же он говорит про суфизм? Был суфизм или говорили про суфизм имам Шафии, рахимахуллах? Тут уже есть разные моменты. Есть люди, которые, конечно, отрицают и приводят противоречивые какие-то мнения. Но мы будем говорить, иншаллах, все то, что приводит именно достоверное мнение имама Шафии, рахимахуллах. Имам Шафии, рахимахуллах, говорит, мне была внушена любовь, был внушен любовь, говорит, в этом мире. То есть в вашем мире даже, имам Шафии говорит, к 3 вещам. Первое, отказ от неестественности. Второе, мягкость по отношению к людям. Третье, имам Шафии говорит, следование путем суфиев. Имам Шафии говорит, следование путем суфиев, то, что мне понравилось в этом мире, говорит он. Эти слова приводит Аль-Аджлуни в своей книге Кашфуль Хифа на странице 341, также Хакайк ан Тасауф на странице 567. Имам Аль-Аджлуни приводит цитату имама Шафии, рахимахуллах. Также, уважаемые братья и сестры, у имама Шафии есть такая книга, называется Диван, стихи имама Шафии. В этой книге на 25 странице имам Шафии говорит, будь ученым и будь суфием, но не будь одним из них. И далее имам Шафии говорит, человек, который является алимом, ученым, но не является суфием, у того будет черствое сердце. Он не поймет вкус набожности. Человек же, который будет суфием, но не будет ученым, он будет невежественным человеком. И разве преуспеет невежда, говорит имам Шафии, рахимахуллах. Диван, 25 страница. Также, уважаемые братья и сестры, конечно, всегда есть у истины есть обратная сторона. Люди, приверженцы лжи и навязываемые, люди, которые навязывают свою идею, ложную идею. Эти имамы тоже, как говорится, не являются исключением, на которых и клеветали тоже. Говорили то, что они не говорили на них. Или же приводили их цитаты в то место, куда они не говорили. То есть не по месту, не по времени. То есть буквально лгали на них. Мы знаем, есть такая, как говорится, есть такое выражение имама Шафии, что якобы он сказал, тот, кого я найду до обеда суфием, мол, я найду его умалишенным. То есть он умалишенный, он говорит. Кто эти слова приводит? Эти слова приводит Ибн Джаузи Аль-Хамбали в своей книге Талбисуль Иблис. Это тоже не секрет.
Если хорошенько, конечно, мы вот рассудим, да, посмотрим эту книгу. Наверное, тот, кто эти слова Шафии приводит, он эту книгу не читал. Это 100% он не читал. Если он читал бы, он понял бы, для чего он говорил это. Для чего этот мусанниф, для чего автор этой книги приводит эти слова Шафии. Он бы это понял бы, если бы он читал бы эту книгу. Эта книга, во-первых, составлена против течений, которые выходящие за рамки Ахлю-Сунна. То есть это заблудшие течения. Это му'тазилиты, шииты и так далее, и так далее. Среди этих же приводит Ибн Джаузи лжесуфизм. И на лжесуфизм он приводит мнение имама Шафии, который говорит, человек, который будет на лжесуфизме до обеда, этого человека я нахожу умалишенным, говорит имам Шафии рахимахуллах. Также эти слова приводит Абу Бакр аль-Байхаки, имам аль-Байхаки. Здесь тоже все довольно, как говорится, как в небе солнце все ясно. Абу Бакр аль-Байхаки был сам суфием. Человек, который является суфием, он не может приводить против суфизма мнение. Это все равно, что человек, как говорится, плюет в тот колодец, из которого он пьет. Вот так же получается. Плюет в тот колодец, из которого он пьет. Это делает неразумный человек. Аль-Байхаки рассказывает, что имам Шафи говорил, что до обеда кто будет суфием, он не является, как говорится, умным человеком, является умалишенным. И также Абу Бакр аль-Байхаки говорит, далее он говорит, я же говорю, аль-Байхаки говорит, то есть разъясняю имама Шафи слова, что он имел в виду про тех суфиев, которые называются суфиями. То есть лжесуфи. Так имел в виду, говорит имам Шафи, про него говорит аль-Байхаки. Также аль-Байхаки добавляя говорит, подобных суфиев, Аш-Шафии, вот этих лжесуфиев, также Шафии называл таким образом. Не будет суфием, пока не соберутся в нем 4 качества, говорил имам Шафии. То есть лжесуфи. Ленность, ленивость, обжорство, сонливость и назойливость. Вот так назвал, говорит имам Шафии, лжесуфиев. Также вот это выражение, что, мол, до обеда кто будет суфием и он будет умалишенным, это все-таки спорный вопрос тоже. Есть даже ученые, как Абу Нуайм, мухаддис, он в своей книге Хулятуль Аулия говорит, в 4 томе он рассказывает, что имам Шафи не говорил эти слова. Есть такие, которые говорят, вообще не говорил эти слова имам Шафи. Он говорил наоборот, кто не будет суфием до обеда, того я нахожу умалишенным, говорил имам Шафи рахимахуллах. Из-за этого, уважаемые братья и сестры, вы видите, вот когда вам будут, наверное, будут люди, которые будут утверждать обратное, все равно будет на своем. Это всегда было, это есть и будет. Когда мы им говорим очевидную истину, все равно они говорят, нет, это было вот так. То есть они хотят, да, вот человеку, да, на белое сказать черное. Они это доказывают, хотят доказать это. Но Всевышний Аллах разделил это. Есть истина, есть ложь. И кому Аллах открывает, тот его понимает. Допустим, будет так. Допустим, возьмем пример, что да, человек отрицает то, что имам Шафи говорил, что суфи это хорошо, суфизм это истина. Допустим, он это отрицает даже, да? Но факт того, что было 2 мнения Шафи. Хорошее и плохое. Но в этом есть один факт, что они упоминали суфизм. Они не говорили, что суфизма не было при пророке. Они не говорили, что суфизма не было при сподвижниках. Нет. Они давали ему хорошую оценку. Из-за этого, уважаемые братья и сестры, давайте просто подумаем, что даже если в чем-то мы сомневаемся, мы не можем отрицать тот факт, что суфизм был. Про суфизм говорили ученые даже первые столетия. Пусть Аллах нам поможет. Алхамдулиллах.